Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Мы продолжаем общаться с гостями и участниками третьего федерального форума «Цифровой алмаз». Вадим Игоревич, добрый день. Рад снова видеть вас здесь, на площадке «Цифрового алмаза». Второй раз принимаете участие. Как-то оцениваете изменения форума? Добрый день. Мне кажется, форум стал более насыщен участниками. По крайней мере, людей внизу в зоне выставочной, в зоне конференций стало явно больше. Видимо, интерес растет, и это прекрасно. Ну и программа стала насыщенной. Одна из главных тем, насколько я знаю, это импортозамещение, в том числе и в сфере программного обеспечения. Предлагаю все-таки с вами на эту тему поговорить. Ваша профильная тема. Какие приоритеты сегодня в импортозамещении программного обеспечения? Ну, импортозамещение — это в целом не только про конкретные программы, это, по сути, целая программа проектов, которая подразумевает замену всех классов. От системного программного обеспечения, например, операционные системы. Да, нам придется всем отказаться от Windows и перейти на отечественные операционные системы. Это почта, заменители Skype для общения, ну и так далее. Плюс целый класс систем, которые невидимы для большинства пользователей. Например, системы виртуализации для серверов, системы резервного копирования, ну и так далее. Вот этот обширный класс того, на чем, собственно, работают все наши пользователи, бизнес-приложения. Ну и, собственно, да, вторая категория — это уже бизнес-приложения, коих великое множество под каждый бизнес-процесс компании. Мы, Алроса, компания многопрофильная, все знают, что мы добываем алмазы, но при этом у нас за счет региона присутствия, за счет того, что мы такие регионообразующие во многом, у нас есть и автотранспорт, и кинотеатры, фитнес-клубы, авиакомпания, аэропорт, судоходная компания. Ну, вот такой целый мир разных процессов, и каждый из них требует своей системы. Поэтому такие большие приоритеты — это замена ERP-системы, переход на отечественную платформу 1С, это замена ряда производственных систем, МЕС, система управления производством, система моделирования, планирования. Мы также переходим на отечественные платформы от компании Цифра, Mindframe. И большая область — это система проектирования, управления строительством. Соответственно, тоже идет переход от иностранного решения AutoCAD, который все много лет знали, да, на платформу NanoCAD, на ряд систем по управлению проектами и так далее. Это такие большие блоки. А в частностях мы меняем, ну, знаете, практически абсолютно все от системы, в которой PDF-файлы открываются, ну и офисные пакеты, до, соответственно, системы каких-то сложных геологических расчетов. А есть какой-то лайфхак, чтобы вот в таких мощностях, как у Алросы, безболезненно перейти на отечественное ПО? Знаете, главный лайфхак, который мы, ну, можно сказать, дозрели внутри, до которого, зовется очень просто. Надо не повторить, надо внедрить новое отечественное решение как новое решение. Посмотреть на свои процессы, посмотреть на взаимодействие бизнес-подразделений, на контрольную среду, на новые возможности технологические. И не просто повторять, как любят говорить, давайте SAP поменяем на 1С, а надо внедрить новое решение для компании в новых условиях, на новых горизонтах, на новых технологиях. И это дает гораздо больший эффект и большую вовлеченность всех сотрудников, всех, кто участвует в проектах, потому что позволяет сделать лучше процессы, компанию, ну и эффективность в конечном счете. Вадим Игоревич, как известно, с 2025 года вступит полный запрет на использование в компаниях иностранного софта. И у меня вот в связи с этим есть вопрос. Что было сложнее, найти отечественный софт или компанию в таких масштабах перевести все-таки со старого на новый? Ну, вы немножко драматизируете. Ну почему? Я не сколько драматизирую, сколько те, кто вот представители схожих с вами предприятий, говорят о том, что да, было действительно тяжело найти в стране изначально производителя, который бы нам заменит производственные мощности. Вот были ли у вас какие-то сложности? Самое главное, как преодолели и вообще как пережили это столкновение?
Ну, я все-таки уточню, что не полный запрет на иностранное ПО, а есть понятие значимых объектов критической инфраструктуры, и речь о них идет. Это те объекты, которые влияют на жизнедеятельность предприятия, на городов, ну, например, котельные, либо какое-то специальное шахтное оборудование. Это все-таки не весь бизнес, поэтому я бы сказал, пока несколько преждевременно говорить о полном отказе с 1 января 2025 года. Частичный, получается. Да, есть частичный в объектах. И там, ну, если раскладывать вопрос глубже, есть несколько тем. Первое, можно ли выполнить законодательные требования и сложно ли это? Это сложно, выполнимо, мы выполняем, там, в том числе обеспечивая определенную информационную защиту этих объектов, переходя на отечественное оборудование, отечественное программное обеспечение. А есть такой более дальний горизонт. Это вообще, в принципе, система управления производственным оборудованием. Ну, это вот контроллеры, датчики, ну, собственно, которые сильно связаны с конкретным оборудованием. Ну, условно, если у вас дома есть микроволновая печь, в ней тоже есть маленькое, но программное обеспечение, которое ей управляет. Также есть и в больших станках, в больших печах. Соответственно, вот эта часть, она гораздо более сложная, и по ней и нам, да и всем российским компаниям придется еще пройти длинный путь, потому что, ну, повторюсь, мы зависим от оборудования, от производителей, собственно, вот тех дробилок, например, каких-то конвейеров, котельного оборудования и другого. Это длинный путь, который поддерживается и правительством, и крупными корпорациями. Здесь будем продолжать вместе работать. Пути решения понятны. Это программно-аппаратные комплексы. Это, по сути, такой набор, который совмещает и железную часть, и программное обеспечение. Я, насколько понимаю, есть же два, получается, программного обеспечения типа. Специальные и базовые. Что первичное заменять нужно? Или вообще можно это, если есть возможность, заменить прямо в комплексе? Лучше менять в комплексе, хотя это сложно. Первично базовое, потому что именно на нем, собственно, функционирует большинство процессов. Да, большинство процессов, та самая инфраструктура, вот я его назвал системное программное обеспечение, по сути, вот это базовое. И на нем уже строить прикладное. Фактически сейчас, конечно, мы проходим параллельный путь, мы запускаем, например, новую операционную систему. Сейчас прям буквально с декабря сотни рабочих мест будут переходить. При этом параллельно там тоже ERP меняется, те же офисные пакеты и так далее. Поэтому компания де-факто делает оба процесса вместе. Параллельно. Потому что количество систем измеряется сотнями. Невозможно это сделать за минуту. Там же и обучение нужно. Безусловно. То есть оно проходит тоже даже в параллель. И обучение, и знаете, айтишникам сейчас немножко надо быть такими маркетологами. Знаете, вот эта внутренняя коммуникация, какая-то геймификация, создание интереса, чтобы переход на программное обеспечение выглядел не таким нелегким наказанием, вот берите, мучайтесь, да, а скорее вызывать интерес у пользователей, чтобы они понимали преимущества систем. Ну и надо отдать должное, что и отечественное ПО за последние годы стало сильно более человеколюбивое. Им гораздо проще пользоваться, все-таки развиваются интерфейсы, инструкции, вот эта среда. Скажем так, мы специально создали демозоны, где можно прийти и полностью на отечественном рабочем месте погрузиться прямо, да? Да, прям вот прийти, включить Astra Linux, R7 Office, IVA, почта в RuPost, и так далее. И основной отклик, что да, это в принципе понятно, это похоже, вместо пуск звездочка и кнопки там немножко с другой стороны, но в целом интуитивно, понятно, ясно. Это такие вещи, они помогают пользователям снять такое пренебрежение, может быть, страх, стресс определенный. В общем, более человекоориентированное получилось наше отечественное ПО, на которое мы переходим. Да, понятно, это другое. Я бы, знаете, сравнил из понятной истории, это как с айфона на Android перейти или наоборот. Я не буду здесь сравнивать, что есть что, да, но в целом, да, интерфейс немножко другой, программы немножко по-другому выглядят, но это вполне работоспособно, это удобно,
И главное, ну, с точки зрения компании и государства, это точно безопаснее, это точно, Видно. да, это точно инвестиции, ну, в собственную экономику. Все-таки бизнес это еще и про выгоду. Хочу в заключение и эффективность, да. Все-таки хочу в заключении поговорить о сотрудничестве с фондом развития инноваций. Знаю, что активное взаимодействие происходит между вами и фондом, в том числе нацелено оно и на импортозамещение. Каких успехов в совместном сотрудничестве достигли? Да, ну, если за последний год смотреть... Да, давайте в разрезе последнего года. Мы, во-первых, из значимых достижений фонд, он же тоже не только про инвестиции, он еще и про возвратность. У нас один из успехов, что первые резиденты фонда, собственно, прошли весь цикл: инвестиция, разработка, сдача проекта и выход его на коммерческие рельсы. Поэтому у нас, ну, значимый факт для нас, что первые резиденты, собственно, выпустили коммерческие продукты, которые продаются на рынке, которые успешны на рынке и используются не только в Алросе. Для нас это, ну, такой большой успех, что эта модель хорошо работает, а не является такой чисто затратной. Второй важный успех — это развитие новых проектов, новые задачи. Наверное, из важных областей мы начали активно работать с резидентами фонда по теме искусственного интеллекта, данных. И, ну, потенциально это такой, во-первых, большой рынок, а во-вторых, для республики это потенциально новая занятость, потому что, несмотря на то, что он искусственный, то, что это цифровой, для обучения моделей, для формирования качественных продуктов требуется достаточно много ручного труда, там, от разметки данных до обработки изображений, там, где человек сначала должен научить систему правильно работать. А это, ну, большой рынок, которым могут быть вовлечены не только IT-профессионалы, которые, ну, обычно пишут программы, но и достаточно широкий круг людей, там, студентов, молодежи, может быть, даже пенсионеров. Главное, что у нас кадры есть в республике для этого. И вот такие форумы, я думаю, как «Цифровой алмаз», поможет крупным компаниям, малому бизнесу находить эти кадры и взаимодействовать вместе. Вадим Игоревич, спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это было актуальное интервью. До встречи.